Самые ранние сведения о кыргызах содержатся в китайской хронике Ши Цзэи исторических записках Сыма Цаня. Кыргызы, гяньгуни, дзяньгуни упоминаются в качестве племени, которое в 201 году до нашей эры было покорено хуннским Шаньюем Мода. Бартольд писал, рассказ о событии 201 года до нашей эры ничего не говорит ни об области киргизов, ни о ее местонахождении, но вместе с киргизами, очевидно в качестве их соседей, назван народ Динлин. Далее он, анализируя сведения истории старших хань, автором которого являлся Бань Гэу, высказывает предположение о возможности проживания кыргызов уже тогда, как впоследствии жили на Енисее, также южнее, в той местности, где теперь озеро Кыргыз-Нор или Нор на монгольском означает озеро. Кроме указанного сведения, письменные источники мало отражают сведения о древних кыргызах. Археологические данные практически до сих пор отсутствуют. Но анализ письменных свидетельств археологических источников с применением новейших методов исследования продолжаются и выясняется подлинно научная картина этнических процессов. Исследования последних лет показывают о расселении кыргызов в более западной от Кыргыз-Нор территории, на восточных отрогах Тянь-Шаня, в районе хребта Бора-Харо. Бора-Харо относится к горной системе Тянь-Шань. Это район северного притока реки, или в настоящее время эта территория входит в Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Возможно, хребет Бора-Харо и был естественной границей, разделявшей земли Усуни трех племен. К трем племенам относятся Уцзэе, Дзянкуни, то есть кыргызы, и Динлины, завоеванные Джиджи Шаньюем, предводителем хуннов, в 49 году до нашей эры. Согласно древнетюркским генеалогическим легендам, кыргызы были переселены с территории восточного Тянь-Шаня в Южную Сибирь, на Енисей в составе тюрков-аши. В конце начале VI веков. В VI веку нашей эры на Енисее образовалось государство. Таким образом, мы первоначальную историю кыргызов, известных по историческим сведениям, связываем с восточными отрогами Тянь-Шаня. Название, связанное с кыргызами озеро Кыргыз-Нор, могло иметь отношение к группам кыргызов, которые обитали на данной территории в X-XII веках, когда кыргызский каганат теряет свои позиции на просторах Монголии и все больше замыкается в районах Южной Сибири, Алтая и северо-западной Монголии. В это же время часть кыргызов обитали на территории Алтая, на территории современной Хакасии и на восточном Тянь-Шане. В 1125-1128 годах кыргызы, обитавшие в районе озера Кыргыз-Нор, и кыргызы восточного Тянь-Шаня воевали против Кара-Китаев. Первой жертвой хуннского меча были юйджи. Они были соседями Сюнно. Все это относится к территории Ганьсу. Здесь, в области Джанья, и происходила увлекательная военная кампания Маадунья, затем они покоряют усуней, обитавших на территории Семиречья. По мнению Бернштама, в процессе войн в Восточном Туркестане с племенами Уге, Дзянькуни и Динлин северные гунны соприкасались с разнообразными этническими и культурными явлениями, которые и были принесены ими в Семиречье. Он отмечал проникновение древних киргизов с гуннскими племенами на Тянь-Шань и связывал носителей кенкольского типа погребений в катакомбах с гуннами и древнекиргизскими племенами Тянь-Шаня. Связь культур древнекиргизских племен и гуннов он видел из того факта, что культура кенкольского типа во всех своих основных частях была воспринята киргизскими племенами: тип колыбели, покрой одежды, некоторые формы утвари, устройство погребального сооружения. По его мнению, киргизы Тянь-Шаня складывались в внутригунской среде, впитав в процессе своего развития значительную часть этого этнического массива и в основном заняв их древние территории. Внимательный анализ китайских источников не дали оснований локализовать племена динлинов и гяньгуней в Южной Сибири в первой половине тысячелетия до нашей эры вплоть до 3 веков нашей эры. Динлины и гяньгуни, безусловно, различались китайцами в качестве разных племен. Динлины обитали севернее Канцзюй, а гингуни западнее динлинов. Динлин в этот период распались на два владения. Западные динлины обитали в восточном Туркестане, в последующие века они известны под названием гаацуйских дин линов и теле. Восточные динлины жили к югу от Байкала и вошли в состав шиевей. В IV-V веках нашей эры гяньгуни известны под названием хигу или цигу. Они расселялись к северу от Яньцы Карашара, у Белых гор.
Именно в этот период гингуни могли смешаться с динлинами Восточного Туркестана, поскольку упоминается в качестве одного из племен Теле. В источниках есть упоминание, что они находились в зависимости от Синьби. В V веке нашей эры жужанский Каган Хулюй покорил на севере племена Хывы и Йогу. Владение Жужани простиралось до Яньцы Карашара. В V-VI веках нашей эры жужани вели частые войны с Теле, гадзюйскими динлинами. Именно в ходе этих войн гяньгуни вошли в состав Тилесской конфедерации, а в V веку могли быть переселены вместе с тюрками в Саян-Алтай. Согласно древнетюркским генеалогическим легендам, кыргызы из Восточного Туркестана в Южную Сибирь были переселены в составе тюрков Ашина. Несмотря на продолжительный период исследований, все же имеются ряд проблем, так, например, проблемы, связанные с этнической историей кыргызов, о генетической связи и переселении енисейских кыргызов на Тянь-Шань. Есть ряд проблем, связанных с территориями расселения кыргызов на различных этапах исторического развития. Ознакомившись с письменными источниками и результатами трудов исследователей, мы обнаруживаем ряд интересных сведений о территориях, где обитали кыргызы в древности, на различных этапах эпохи Средневековья. Судя по ним, кыргызы проживали в различных регионах Центральной Азии. Не менее интересной представляется анализ причин перемещения кыргызов в течение 1,5 столетий. Основываясь на вышеперечисленные данные, мы можем считать восточных отрогов Тянь-Шаня территорией обитания кыргызов. III века до нашей эры по V века нашей эры, согласно письменным сведениям, их переселение на Енисей, расселение после эпохи Великодержавия на разных территориях Центральной Азии непосредственно были связаны с политической обстановкой того времени. Точнее, были связаны с расслаблением или усилением власти и военной мощи кыргызов. Несмотря на различные сложные ситуации в течение 2 тысячелетий, они сумели сохранить основное ядро кыргызского народа и развить его самобытную культуру. Все же идея, выдвинутая Бернштамом, о формировании средневековых кыргызов в среде хуннов и тюрков имеет важное значение для будущих исследований. Несомненно, мы склонны считать, что культура древних гяньгуней параллельно развивалась и формировалась в среде саков, усуней, хуннов, юэджи, канцуй, динли. Территория их обитания, конечно, на разном этапе развития, как и в последующие столетия, менялись. Как показывают антропологические исследования последних лет, происхождение части саков Тянь-Шаня связано с Минусинской котловиной, Горным Алтаем. Генетическое родство части сакских племен Тянь-Шаня и групп племен эпохи раннего Железного века Горного Алтая постепенно доказывает археологические исследования. Можно заметить схожие элементы культуры саков и тагарских племен Минусинской котловины. Среди малых и средних по величине разряда курганов ранних кочевников Тянь-Шаня встречаются курганы, окруженные столбовыми плитами, как и у тагарских племен. Поэтому не будет преувеличением мнения о том, что история предков гяньгуней в территориальном отношении также могла быть связана с широкой территорией, от Минусинской котловины и Алтая до западных отрогов Тянь-Шаня, включая Восточный Туркестан. Как показывает опыт древних и средневековых кочевых и полукочевых культур, в разных исторических ситуациях для обитания зачастую выбирали близкую для жизнедеятельности природно-экологическую среду. В будущих археологических исследованиях к этому вопросу, возможно, будет уделено отдельное внимание. Богатейшую информацию о многосторонней культуре енисейских кыргызов дают погребальные памятники, курганы. Загадкой остается облик культуры ранних кыргызов, некогда обитавших на восточных отрогах Тянь-Шаня. На Енисее кыргызы сжигали своих умерших. Каков был облик культуры и обряд захоронения до переселения на Енисей, остается загадкой. Исследователи не раз отмечали тесную генетическую связь между таштыкской и кыргызской культурами Енисея. Отмечались сходства в элементах погребальных конструкций, в обряде сжигания покойников и сходства среди предметов сопроводительного инвентаря. Кыргызская культура в эпоху Чаатас хронологически непосредственно следует за таштыкской, сохраняя, в основном, ту же территорию. Но археологические исследования выявили отличительные черты таштыкского набора предметов от кыргызской. Выявлен своеобразный этнографический облик таштыкской и кыргызской культуры и позволили усомниться в традиционном представлении о генезисе кыргызской культуры и с таштыкской. Генетическая связь средневековых кыргызов с древними археологическими культурами пока не прослежена.
Есть только отрывочные схожие признаки культуры средневековых кыргызов и ранних культур. Так, например, согласно китайской хронике танского времени 660-960 годов в раннее средневековье у кыргызов существовал обычай татуировки или раскраски лица и тела. Храбрые из них татуируют руки себе, а женщины по выходе замуж татуируют себе шею. Храбрейшие из взрослых мужчин все чернят лицо в качестве отличия. Женщины, выйдя замуж, также чернят лицо от уха до шеи. Известная в этнографической современности татуировка или расписывание лица и тела была чрезвычайно распространена в древности, средневековье и в традиционных культурах у агаферсов, дахов, фракийцев, ливийцев, сарматов, динлинов и кыргызов. Татуировки в виде фигуры фантастических животных прекрасно представлены в археологическом материале только второй половины первого тысячелетия до нашей эры у Пазырыкской горного Алтая. К сожалению, из-за схожести только одного признака невозможно сделать заключение о родственности средневековых кыргызов и носителей пазырыкской культуры. Пока отсутствуют прямые доказательства об их генетическом родстве. Обряд нанесения татуировок был характерен для многих культур. При этом следует отметить, что черты погребального поминального обряда ранних кочевников Тянь-Шаня и пазырыкской культуры имеют некоторые общие черты. Так, например, захоронение в срубах, традиция сооружения 8 каменных поминальных оград и так далее. Прослеживаются связи пазырыкцев с некоторыми этнокультурными группами саков на антропологическом материале. Часть исследователей относят носителей пазырыкской культуры к сакской культурной общности. Мнение исследователей о том, что в формировании кыргызского народа сыграли роль племена центральноазиатского и южносибирского и местного происхождения, хорошо согласуется с большой серией археологических документ. В поиске генетических корней современного кыргызского народа, а также информации о проникновении кыргызов на Тянь-Шань высока роль погребальных комплексов. Они выявляются также на этнографическом материале при их сравнительном изучении с археологическими источниками. Известный этнограф Абрамзон отмечал киргизские погребальные сооружения, несмотря на вполне мусульманский обряд захоронения, находятся в известной генетической связи с памятниками предшествующих эпох, в них нашли свое отражение более ранние местные традиции, он сопоставлял катакомбные захоронения первых веков нашей эры и отмечал в них общие черты конструкции, которые характерны и для современных кыргызских погребальных сооружений. Наиболее наглядно это иллюстрируется в материалах раскопок средневековых погребальных комплексов. Археологические раскопки курганов XI-XIV веков выявило множество предметов культуры и быта, и часть из них в усовершенствованном виде отражена в материальной культуре и в прикладном искусстве современных кыргызов Тянь-Шаня. Долгое время объектом исследования и дискуссий на основе письменных источников и археологических материалов являлась генетическая связь енисейских и тянь-шаньских кыргызов. Взгляды Бернштама, основанные на данных материалов могильника Алла-Мышек и сопоставленные с енисейскими исследователями, НПОДД. Иржаны. В 1963 году Ашер писал принятое в литературе искусственное преувеличение роли енисейских кыргызов на раннем этапе этногенеза кочевников Тянь-Шаня не подтверждается ни археологическими памятниками, ни письменными источниками. Шер, исследуя средневековые погребения с конем, каменные изваяния и петроглифы, пришел к выводу о том, что в этногенезе кыргызов существенный компонент принадлежит алтайско-архонским тюркам. Из-за отсутствия на Тянь-Шане погребений с сожжением отрицалась этнокультурная общность предков хакасов и тянь-шаньских кыргызов. Письменные источники достоверно свидетельствуют о том, что в религиозных представлениях кыргызов и тюрков занимал культ огня. Вера в огонь ярко выражалась в погребальном обряде, они для очищения от грязи и грехов сжигали тело покойного и хоронили кости. Мы располагаем довольно отрывочными сведениями о погребениях с признаками сожжения, обнаруженных в конце XIX столетия. В сентябре 1891 года ученый-садовод Пишпекского сада Фетисов, производивший археологические исследования по поручению Российской императорской археологической комиссии, вел раскопки в Качкорской долине Тянь-Шаня. В местности Кескин-Таш Фетисовым был вскрыт подземный склеп из сырцовых кирпичей, оштукатуренный алебастром, внутри которого находился сосуд с жаженым прахом. Другое сообщение известно из научного отчета Бартольда, полученного с юга Казахстана, в районе между Джамбула и Мерки.
Там найдены могильные курганы, принадлежащие народу, у которого был обычай сожжения трупов. Результаты исследований средневековых курганов Средневековья и позднесреднего Средневековья указывают на нецелесообразность поиска погребений с сожжением, характерных для енисейских кыргызов. Согласно сведениям средневекового сочинения XI-XII веков, Аль-Марвази, обряд сожжения умерших упоминается уже в прошедшем времени, до того момента, когда они стали жить в соседстве с мусульманами у хирхизов Тянь-Шаня, в обычае сжигать своих умерших. Они утверждают при этом, что огонь очищает и делает их чистыми. Это было их обычаем с древних времен, но когда они оказались соседями мусульман, то стали хоронить мертвых. Как показывают незначительные на сегодняшний день археологические материалы, возможно, прибывшие енисейские кыргызы на Тянь-Ша. Ань после событий 840 годов сохранила некоторые черты погребального обряда. На Тянь-Шане имеются единичные данные, полученные в ходе раскопок курганов. Это наличие тайников, которое характерно для культуры енисейских кыргызов. Общеизвестно, что енисейские кыргызы сжигали умерших в погребальном костре. В курганах енисейских кыргызов, кроме пережженных костей умершего, нередко обнаруживаются ямки-тайники с вещами. Подобные ямки-тайники не были зафиксированы в ходе исследований древних и средневековых курганов. То есть этот обряд не был характерен для древних и средневековых племен Тянь-Шаня. Только с рубежа второго тысячелетия нашей эры под насыпью единичных курганов отмечались скопления металлических предметов, детали сбруи, наборного пояса. Раньше этот признак был зафиксирован Киберовым в Качкорской долине в могильнике Ички-Желга. Здесь на глубине 0,65 см найдены металлические предметы со следами пребывания в огне. Затем нами были обнаружены скопления предметов в могильнике Ала-Мышек в долине Орта-Нарын XI-XIII веков. И в могильнике Бел-Сас в Качкорской долине XIII-XIV веков. В курганах Ала-Мышека и Бел-Саза в могильных ямах обнаруживались погребения по обряду трупоположения. Возможно, прибывших енисейских кыргызов в районы Тянь-Шаня после перехода в обряд трупоположения сохранили традиции оставления впред илах кургана, ямок тайников, с вещами. В 2002 году в Алайской долине в памятнике Кир-Писай обнаружено погребение позднего средневековья. Это было погребение женщины по обряду трупоположения. Рядом с могилой находилась прокаленная яма с содержанием древесного угля, свидетельствующая о совершении обряда с использованием огня. Это обстоятельство открывает новые возможности для решения проблем этнической истории кыргызского народа на базе исследования погребальных памятников средневековых племен. В процессе исследования погребальных памятников на территории Кыргызстана исследователями не рассабно ружены целый комплекс предметов, характерных енисейским кыргызам. Они связывались отдельными группами кыргызов, доходивших до восточных отрогов Тянь-Шаня в эпоху их великодержавия. Проблема проникновения кыргызов на Тянь-Шань усугублялась недостатком антропологических исследований. Согласно выводам первоначальных исследований антрополога Алексеева, современные киргизы краниологически обнаруживают близкое морфологическое сходство с енисейскими киргизами, что позволяет утвердительно ответить на вопрос об их генетическом родстве. На сегодняшний день накоплен определенный краниологический материал из средневековых погребений Тянь-Шаня. По результатам их исследований антрополога Тура, в тюркское время на Тянь-Шане появляется пришлое население, связанное своим происхождением с кочевниками Горного Алтая IV-V веках нашей эры и Инусинской котловины 7-11 веках. Данные выводы отчетливо согласуются с данными письменных источников и археологических исследований, где рассматриваются проблемы проникновения ранних кыргызов на Тянь-Шане и этнических ситуаций Тянь-Шаня и Притиншаня. В последние десятилетия на территории Кыргызстана исследовано около 60 погребений XI-XV веков. В них ярко прослеживаются элементы погребального комплекса тюркоязычных и монголоязычных племен Центральной Азии. Они имеют довольно близкие признаки с теми погребениями, этнические принадлежности которых определены как кыргызские, кыпчакские. Кроме того, эти позднесредневековые памятники имеют признаки культуры древних тюрков. Недавние открытия мировых ученых по популяционной генетике и палеогенетике и антропологии у современных кыргызов Тянь-Шаня выявили сакскую ДНК Z2125.
என்ன